Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мздовая. Главное в программе сегодня. Отток капитала, надои у фермера Джона, друг Немцов. Президент Путин общался с народом. Сибирь в огне, волонтеры собирают помощь пострадавшим. И американских конгрессменов беспокоит российская пропаганда. Передаем слово Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. 4 часа Россия внимала Владимиру Путину. 13-я прямая линия с президентом запомнится тезисами: российских войск в Украине традиционно нет, убийство Немцова позорное, валютные ипотечники сами виноваты, что брали кредиты не в рублях. Еще Путин посоветовал некоему, цитата, военному красивому здоровенному Борису купить жене собаку. В общем, все как раньше: политика, сила власти и народный юмор. Разговор конспектировали мои коллеги в Праге Шахида Якуб, в Москве Михаил Соколов. Имперские амбиции России, которых, по словам Путина, у страны нет, стали первой темой их беседы. Слово «Крым» не говорил, слово «Боинг» не говорил. Санкции в подаче Владимира Путина – это вечная война вот этого вот страшного Запада против России, чтобы остановить ее развитие, сдерживать нас, как он говорил. То есть это вводит вот эту вот ситуацию с проблемами, экономическими санкциями в некий глобальный такой контекст, чтобы люди чувствовали себя не виноватыми в том, что произошло с Украиной и с Крымом, что там шла война и произошла аннексия, а чтобы они считали, что с Россией, поднимающейся с колен, ведет борьбу весь глобальный Запад, который хочет ее сдержать. В принципе, он говорил, он дал какую-то надежду людям, пообещав, что, скорее всего, в течение 2 лет экономическая ситуация в России наладится. Ну, ровно на 2 года примерно и рассчитаны те запасы, которые есть, золотовалютные. Кстати говоря, со статистикой, которой Владимир Путин запасся и ловко ею оперировал, что-то там у них не сошлось, потому что у него инфляция, например, там 11,5% прозвучала, а господин Кудрин, видимо, лучше все-таки знающий экономику, сказал про 17%, а это довольно большая разница. Кстати, возвращаясь к вопросу о статистике, у него не только с Кудриным не сошлись прогнозы. Тот же самый англичанин-фермер Джон, который уже много-много лет проживает в России, также указал Путину о том, что вроде как неправильно работает ваша статистика. Ну, в каждой стране есть претензии к статистике, но я тем цифрам, которые мне дают, я им доверяю. Ну что ж, с точки зрения этого фермера, который все разоряется, но никак не разорится, дела идут плохо. С точки зрения жительницы какого-нибудь Забайкальского края, у которой все погорело, все действительно ужасно. А с точки зрения чиновников, которые оперируют цифрами, ну, в общем, все неплохо, деньги выделяются. Вот женщина получит 10 тысяч рублей за сгоревшее имущество. Еще там, глядишь, ей дом построят какой-нибудь, может быть, даже в те сроки, которые обозначены. Ну, понимаете, хотя об этих пожарах, в общем, предупреждали о том, что они будут возможны и будут повторяться, если не будет восстановлена служба охраны лесов в нормальном виде. То есть для Владимира Путина существует пространство вот этого административного поля, а реальная жизнь, она где-то в стороне. По мере того, как я слышала выступление Путина, у меня такое ощущение было, что Россия находится в полной изоляции, и, в принципе, он с этим согласен. В России есть только 2 союзника – армия и военно-морской флот. И в напутствии своему сыну потом говорил, что нашей огромности все боятся. И было такое ощущение, что какого-то одиночества. Вот есть Запад, есть остальной мир, есть Россия, которая всем противостоит. Задача, собственно, этого телешоу – приучить зрителей и россиян, что действительно есть вот эта осажденная крепость, обитаемый остров со своими излучателями телевизионными,
Вот. И на этом острове надо будет долго жить, заниматься этим импортозамещением, как-то устраиваться. Собственно, об этом же Владимир Путин говорит: мы готовы к диалогу, но на наших условиях. Не забыл Путин и Немцова, и вроде как Хакамада выступала, и про Навального упомянула, и про Немцова он достаточно неплохо выразился. Значит, он был резко оппозиционно настроен и ко мне, и к власти вообще, хотя у нас с ним были достаточно добрые отношения тогда, когда мы с ним общались. Вот. Значит, я уже высказывался по этому поводу. Я считаю, что это абсолютно позорное явление. Трагическое и позорное. Убийство подобного рода. Ну, понимаете, здесь был такой акт по использованию, как я уже сказал, части склонных к сотрудничеству с Кремлем на его условиях либеральных политиков. Один бывший министр финансов дает мудрые советы, как улучшить экономику и, как он теперь выражается, поднять обороноспособность, хотя совершенно не обязательно некоторые вещи, рекомендуемые им, производить, вроде изменения пенсионного возраста, достаточно снизить военные расходы, например, или уменьшить уровень конфронтации. Ну, скажем, Ирина Хакамада очень хотела объяснить Владимиру Путину, что либералы, похожие даже на убитого Немцова, люди не опасные. Если их запустить в Государственную Думу, так они будут вести себя, наверное, так же, как «Справедливая Россия» и Коммунистическая партия, и, возможно, даже как она сама, приветствовать аннексию Крыма. И Путин, как всегда, опять отрицал наличие российских войск в Украине. Ну и, наконец, вопрос, есть или нет у наших войск на Украине. Говорим прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Владимиру Путину сейчас выгодно признавать наличие российских войск, тем более, что он ведет длительную сейчас сложную игру с несколькими европейскими странами, доказывая, что он миротворец, что санкции нужно в связи с исполнением Минских соглашений снять, пытается использовать ряд европейских стран, не очень устойчивых и связанных экономическими связями с Россией для этого. Естественно, он будет отрицать даже совершенно очевидные для многих вещи. И о ситуации в Украине. Сегодня об этом в контексте цитат Путина. Вот очередная. «Мы воевать ни с кем не собираемся, но будем укреплять обороноспособность. Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно. Наши враги – это террористы, организованная преступность и так далее». Относится ли Украина к фразе «и так далее» непонятно, но Киев обеспокоен концентрацией российской военной техники у своих границ. Танки, преодолевая труднопроходимую местность, направляются к огневым позициям и поражают учебные цели. Это очередные маневры с применением военной техники в Краснодарском крае. Москва регулярно рапортует об отработке боевых навыков в различных частях страны. Тем временем в Киеве обеспокоены новым скоплением вооруженных сил в непосредственной близости от своей территории. Россия продолжает наращивать войска вблизи границы с Украиной. Неподалеку от деревни Вейделевка в Белгородском районе Российской Федерации была замечена переброска 50 бронированных боевых машин и около 2000 военнослужащих. Это всего в 10 километрах от украинско-российской границы. Киев не в первый раз обвиняет Москву в стягивании войск. Россия неоднократно отрицала вмешательство в конфликт в соседней стране. Это видео распространили бойцы украинского батальона «Азов». Несмотря на достигнутое в феврале соглашение о перемирии, в районе Донбасса продолжаются обстрелы. Есть погибшие и пострадавшие, сообщили представители сторон противостояния. И время передавать слово в Вашингтон. Западные санкции против России могут снять только после выполнения Москвой Минских мирных соглашений. Так решает Большая семерка в Германии. Наташа, ждем от вас подробностей. Министры иностранных дел 7 ведущих мировых индустриальных держав призвали Россию обуздать сепаратистов в Украине и следовать достигнутым в Минске соглашениям о прекращении огня. Призыв содержался в коммюнике по итогам встречи в немецком Любеке. Министры Большой Семерки призвали прекратить насилие в Восточной Украине, которое продолжается несмотря на официальное прекращение огня. Глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил озабоченность решением России продавать Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300, дав понять, что сейчас, когда идут переговоры по иранской ядерной программе, для этого шага выбрано неподходящее время.
У нас есть возможность достичь приемлемого соглашения в течение следующих 2,5 месяцев, получить приемлемый результат. Поэтому я не думаю, что мы должны опережать этот вопрос и делать шаги, которые могут быть неправильно поняты той или иной стороной. Большинство стран «семерки» также участвуют в переговорах по ядерной программе Ирана, главную роль в которых играет госсекретарь США Джон Керри. Мы уверены в том, что президент может договориться о соглашении так, чтобы сделать мир безопаснее. Встречи G7 в значительной степени носят формальный характер, однако министр Штайнмайер отметил, что их важность недооценивается, поскольку у глав дипломатии есть возможность обсудить кризисы, влияющие на жизнь миллионов людей, а богатейшие страны мира, располагающие крупнейшими вооруженными силами, играют значительную роль в преодолении этих кризисов. Гость нашей студии сегодня бывший премьер-министр Литвы Андрис Кубилис. Господин Кубилис, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете итоги встречи министров иностранных дел «семерки», очередной попытки урегулировать кризис в Украине? Хорошо, что встречаются и говорят о Украине, хотя реальных действий, по-моему, не хватает для того, чтобы действительно и господин Путин понял, что ему не будет позволено так агрессивно вести себя, как он вел до этого. И, с другой стороны, чтобы было понятно, какова будет помощь самой Украине для того, чтобы она сумела и защитить свою территорию, и проводить в жизнь те реформы, которые позволили бы Украине достичь своей цели, стать европейским государством. Правда ли это, что вы станете советником украинского президента Петра Порошенко? Насколько я понимаю, президент создает совет советников под руководством бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. И Михаил Саакашвили, которого я хорошо знаю, он позвонил мне и позвал меня стать членом этого совета. Я согласился. Дальше мы увидим, как это будет работать, но и без этого я провожу достаточно много времени в последнее время в Киеве, действительно стараясь передать наш опыт, как проводить реформы, которые позволили нам стать успешным европейским государством. Президент России Владимир Путин в сегодняшней открытой линии, почти 4 часах общения с народом, журналистами, сказал сегодня, что он видит Украину, украинцев и россиян фактически как один народ. И что, несмотря на то, что руководство Украины совершает много ошибок и так далее, и что Запад должен не навязывать свое мнение, а идти на компромисс. То есть, по вашему мнению, возможен ли компромисс в том виде, в котором его представляет Москва? Как я понимаю, большинство украинцев не согласны с такой трактовкой, которую представляет президент Путин, который говорит, что российский и украинский народ – это единый народ. Наверняка господин Путин думает, что он таким образом мог бы стать неофициальным руководителем обеих народов. Украина выбирает другой путь, европейский путь. И я думаю, что они имеют абсолютное право выбрать такой путь, и мы должны помочь им воплотить в жизнь свою цель, то есть стать нормальным европейским государством. А господин Путин как раз и боится этого, потому что становление Украины нормальным европейским государством стало бы очень хорошим примером для русского общества, для российского общества. И поэтому господин Путин делает все, чтобы не позволить Украине стать нормальным европейским государством, не позволяет проводить нормальные реформы. И для этого вот вся эта военная агрессия в Восточной Украине имеет такую долговременную цель. Вот я хотела задать вам еще один вопрос по поводу сказанного сегодня президентом Путиным. В частности, он высказался по поводу отношений США и России, заявив, что Вашингтону не нужны союзники, ему нужны вассалы. Собственно, Литва является союзником США по НАТО. Как вы видите отношения между двумя странами? Является ли Литва, собственно, вассалом США? Ну, во-первых, наверное, господин Путин говорит о том, как он хотел бы видеть свои отношения России с соседними государствами. Называется проекция. Да, он пытается создавать вассальные государства рядом с Россией. Скажем, Абхазия, Северная Осетия. Это все попытки создавать такие вассальные государства. Я мог бы назвать себя вассалом западной демократии, западных ценностей, которые мы рады воплощать в жизнь в своей стране.
Мы хотели бы видеть успехи наших друзей в Украине, воплощая в жизнь те же самые ценности, которые позволяют действительно стать государству успешным, создавать все условия для жителей своей страны. И здесь мы видим действительно ответственность всего западного мира помочь той же самой Украине стать таким государством. Мы считаем себя союзниками как Соединенных Штатов Америки, так и других европейских государств, союзниками наших друзей в Украине. И в этом плане мы думаем, что мы можем сделать даже больше, чем мы до этого времени делали, для того, чтобы помочь той же самой Украине идти по пути становления европейским государством. Последний вопрос. Вы говорите о неком желаемом, да? А к чему на самом деле, вот в свете того, что происходит сейчас в Восточной Украине, следует готовиться, скажем, соседям России, странам Восточной Европы? Я думаю, что мы должны видеть более долговременную картину. И видеть, во-первых, то, что наверняка господин Путин останется у власти, сколько позволит ему его здоровье, то есть в следующие 20-25 лет, возможно, что он будет оставаться лидером России, не изменяя свою политику. Это значит, что экономическая ситуация и социальная ситуация в России будет ухудшаться. А для того, чтобы как-то держать свою популярность, будем видеть больше и больше агрессивного поведения вокруг России. С другой стороны, успех Украины может иметь самое большое влияние на позитивное развитие ситуации в России. Только путем помощи Украины западный мир может как-то повлиять на более позитивное развитие в самой России. И поэтому мы видим вот эту борьбу господина Путина против успешного развития Украины, потому что он понимает, что успех Украины может приблизить конец такого режима, который сейчас мы видим в России. Спасибо. Гостем нашей студии был бывший премьер-министр Литвы Андрис Кубилис. Программа «Настоящее время» обсуждалась в Конгрессе. Комитет по иностранным делам Палаты представителей провел слушание о том, как противостоять информационной войне, которую ведет Кремль против США и Запада в целом. А председатель комитета Эд Ройс не только опубликовал статью на эту тему в Wall Street Journal, но и подготовил законопроект о реформе американского вещания на зарубежные страны. По данным Наблюдательного совета по международному вещанию, курируемые им СМИ ведут программы на 61 языке в более чем 100 странах мира с аудиторией 215 миллионов человек. Александр Панов продолжит тему. Несколько лет назад Хиллари Клинтон, бытность госсекретарем, уже била тревогу на слушаниях, заявив, что американское иновещание проигрывает борьбу с каналами Russia Today, Al Jazeera и китайским англоязычным телевидением. Потребовалась аннексия Крыма и война на востоке Украины, напряженность вокруг стран Балтии, чтобы законодатели прониклись этой тревогой в полной мере. Россия развернула свою информационную армию внутри теле- и радиостанций, газет по всей Европе. Одним Кремль платит за выполнение рекомендаций, скрывать правду, распространять теории заговора о том, что за все ответственно ЦРУ, начиная с событий 11 сентября и заканчивая сбитым над Украиной малазийским самолетом. Другим платят за дальнейшую демонизацию Запада. В прошлый созыв Палата представителей приняла законопроект, подготовленный конгрессменами Ройсом и Энгелом, о финансировании и реформе иновещания. Но документ не дошел до Сената. Ройс и Энгел готовы снова выдвинуть законодательную инициативу. Цель реформ – меньше неэффективной бюрократии и больше средств для тех, кто готовит информационный контент и снимает сюжеты в разных точках планеты. На слушаниях приводили цифры: 751 миллион 436 тысяч долларов. Это бюджетная заявка Белого дома в Конгресс для иновещания, который ведется на весь мир в 2016 году. 400 миллионов долларов – бюджет только одного вашингтонского бюро RT. Впрочем, на сайте этой компании общий официальный бюджет оценивается гораздо скромнее – 225 миллионов долларов. Законодатели в Конгрессе вполне объяснимо хотят экономить деньги американских налогоплательщиков. Однако информационная война, если принять этот термин, очевидно, требует сил и средств. Одному солдату в рукопашной не одолеть батальон или даже полк.
Как отмечал на слушаниях эксперт по СМИ из Лондона Питер Померанцев, путинская Россия ведет даже не информационную войну, а войну против информации. Бульку бросьте, да, пусть так много дыма, что люди говорят, мы никогда не узнаем, что было. Пусть и завоевывают. Что там? Просто убить желание, игра на цинизм, чтобы заставить людей, американцы тоже плохие. Отстаньте. Русские побеждают, потому что не врут. Да? Замминистра коммуникации Волин это открыто говорит. Мы рейтинги, нам главное делать такие крутые истории про распятых мальчиков. Наибольшее внимание конгрессменов вызвала Элизабет Уолл, бывшая ведущая телеканала RT в прямом эфире, объявившая о своей отставке в связи с несогласием с освещением каналом событий в Украине. Глава RT Маргарита Симонян так отозвалась о поступке журналистки в российских СМИ. Лиз Уолл. Вот сидела себе девочка. Хотела больше зарплату ей не дали. Что происходит дальше? Это раскопали американские расследователи. К ней обратились люди из определенной, как обычно, общественной некоммерческой организации. С ней договорились. Причем люди, связанные с этой организацией, за несколько минут до того, как она сделала в эфире, писали в Твиттере: «Ой, ждите, сейчас будет». Что они ей посулили, чем ее заманили, мне трудно сказать. Это ложь. Она, как обычно, манипулирует своими сотрудниками. На самом деле, мне стало противно то, что канал занимается пропагандой, используя нас как оружие, манипулируя нами. Я не хотела быть частью этого. Я хочу ей сказать, это ложь, и ты об этом знаешь. Мне больше нечего ей сказать. Конгрессмены и эксперты оказались довольны слушаниями. Это шаг вперед, но идти нужно быстрее. Это понимают и политики, и журналисты. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Также в среду в одном из подкомитетов Палаты представителей была рассмотрена резолюция, призывающая к освобождению украинского пилота Надежды Савченко. Россия в огне. Пожары бушуют сразу в нескольких регионах. Об этом расскажут наши коллеги в Праге. Так и есть, Наташа. Москва поручает губернаторам восстановить все дома сибирских погорельцев к сентябрю. В Бурятии режим чрезвычайной ситуации, в Забайкале эвакуация людей, в Хакасии, где, отмечу, самые страшные пожары удалось потушить, люди начинают возвращаться на пепелище. В республике запретили продажу алкоголя, чтобы избежать беспорядков. Екатерина Кочкина. В Забайкальском крае продолжают бушевать пожары. Огонь распространяется крайне быстро из-за сильного ветра. В регионе уничтожено более 500 домов, а от огня пострадало свыше 20 тысяч человек. Трава начала гореть, и вот у соседей под забором щель была, и по щели, началось все с бани. Баню не смогли потушить. Начал вот дом гореть. Жители Забайкалья выкладывают в сеть записи с автомобильных видеорегистраторов. Практически нулевая видимость на дорогах, в воздухе кружит пепел. Причины пожаров еще не до конца установлены, однако эксперты считают, что, вероятнее всего, распространение огня связано с поджогами травы. Эти поджоги травы быстро довольно распространяются по полям и переходят и на леса, и на населенные пункты. Но когда дует ветер больше 30 метров в секунду, это превращается в настоящее стихийное бедствие. Весеннее сжигание травы – старая крестьянская традиция, которая до сих пор поддерживается, несмотря на опасность возникновения пожаров. 2 года назад Владимир Путин поручил установить организованное выжигание сухой травы. Но поручение так и не начали выполнять. К сожалению, на федеральном уровне вопрос так и не урегулирован, а регионы боятся признавать проблему вовремя и не используют те механизмы, которые у них есть. В первую очередь, это введение особого противопожарного режима. В отличие от Забайкалья, в Хакасии самые сильные пожары удалось потушить. В соседнем с Хакасией Красноярском крае волонтеры собирают для погорельцев помощь. Приносят все, что может пригодиться. Красноярские волонтеры с трудом справляются с количеством принесенных вещей. Еду и одежду нужно сортировать и грузить в фуры, которые регулярно отправляются в Хакасию. Работы здесь, конечно, очень много. Девочки молодцы, волонтеры вообще прекрасные. Восстановить разрушенные огнем дома в Сибири необходимо в кратчайшие сроки. В понедельник в пострадавшие районы Хакасии должны выехать строители. В Чите пылают пожары, и справиться с ними пока не удается. Екатерина Кочкина. Настоящее время.
Голливудскую драму под названием «Номер 44», это вымышленный рассказ о событиях 1953 года в сталинском СССР, запретили в России. Причина, это официальная причина, искажения истории. Это произошло за день до премьеры. Кинотеатры спешно снимают афиши, кинокритики спорят о качестве картины и решении Минкульта. Корреспондент программы в Москве Андрей Королев. Сообщение о том, что «Номер 44» снимается с проката, поступило по каналам информагентства за сутки до начала демонстрации картины в сети кинотеатров компании «Формула Кино». В среду Министерство культуры и правообладатель, компания Central Partnership, распространили совместное заявление, в котором указывается, что компания отозвала из Министерства культуры заявку на получение прокатного удостоверения для фильма «Номер 44», принимая на себя любые вытекающие коммерческие последствия этого решения. Добиться каких-либо комментариев от Central Partnership не удалось. Пресс-служба сейчас разрывается, они не будут сейчас, к сожалению, ни с кем общаться. Есть официальный пресс-релиз, вы, пожалуйста, на него руководствуйтесь. Примерно такие же ответы мы получили и из офиса компании «Формула Кино». Министр культуры Владимир Мединский, в свою очередь, заметил, что в фильме показана не страна, а Мордор с физически и морально неполноценными недочеловеками, кровавое месиво в кадре из каких-то орков и упырей. На самом деле фильмов о сталинской России все-таки снимается за рубежом не так уж много. По-прежнему эта тема за 7 печатями. Она в основном релевантна для историков, а обычные смертные, для которых снимается жанровое кино, мало что знают об этом, кроме того, что это вроде бы была империя зла. В основу киноповествования положен роман британского прозаика Тома Роба Смита. Главный герой Лев Демидов в исполнении Тома Харди работает загадочной в спецконторе НГБ, разоблачающей врагов народа. После того, как в списке неблагонадежных оказывается его жена, Демидова из спецслужбиста превращают в обычного милиционера и отправляют в глухомань. Здесь, нападая на след маньяка, убивающего детей, герой сталкивается с безжалостной машиной НГБ. Накануне Дня Победы еще одно кино о сталинском СССР признано неуместным. Андрей Королев, в настоящее время, Москва. Опасная правда. Мы встретились с актером Иваном Шведовым, сыгравшим одну из ролей в фильме «Номер 44». Иван выразил свое отношение к запрету проката и комментарии министра культуры Мединского. Возможно, имело бы выступить смысл с какой-то инициативой, например, предложить министру культуры Мединскому выступить с призывом, например, гадить в лифтах или нарушать общественный порядок, переходить дорогу на красный свет, потому что люди в силу своей природы и в силу недоверия к такого рода начальникам будут поступать прямо наоборот, и тогда мы решим огромное количество проблем в стране. Мне остается добавить, вслед за Россией картину запретили в Беларуси. По словам гендиректора белорусского киновидеопроката, в Минск поступило серьезное предупреждение о необходимости снятия фильма. Это «Настоящее время». Продолжаем. В Лондоне на 89-м году жизни умер униатский священник, исследователь-белорусист, общественный деятель, моральный авторитет, в частности, всей белорусской диаспоры, отец Александр Нацин. Отец Александр родился в 26-м году в Минской области. В 58-м после окончания Лондонского и Римского университетов принял сан. С 86-го года апостольский представитель для белорусов, греко-католиков зарубежья. Пришло время передавать слово в Вашингтон. У коллег другие темы. Наташа, эфир ваш. В Нью-Йорке открылся ежегодный международный кинофестиваль «Трайбека». У него любопытная история. 13 лет назад его основали Роберт Де Ниро, Джейн Розенталь и Крейг Хатков. Это была реакция кинематографистов на трагедию 11 сентября. Трайбека – это район в Манхэттене. То есть целью кинофестиваля было показать, что после разрушительного теракта жизнь продолжается, Нью-Йорк развивается. То есть вот это фестиваль социально значимого, независимого кино. Победители по традиции не получают крупных денежных призов. Главная награда – $25 тысяч США, 2 авиабилета бизнес-класса в любую точку планеты и 2000 метров высококлассной профессиональной кинопленки. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нашим сайтом, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и до завтра. Сергей, до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.